Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто не может вас забыть и уже никогда не забудет? Давайте посмотрим. Для кого вы роковая женщина, в чьем сердце вы навсегда? Загадайте на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет и расскажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить вам на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе, олень вышел. Мужчина с вот такими рогами. Тяжело ему, конечно, с такими рогами. Бедняжечка. Так, ну вы его точно знаете. Такой блудливый персонаж с вредными привычками. Очаровательный такой, знаете, мерзавец, хочется сказать. Но действительно очаровательный. Что-то есть, такая харизма, такая энергетика. Вот прям понимаешь же, что подлец, а все ему прощаешь. Да? Вот умеет втереться в доверие, умеет как-то вот как ангелочек посмотреть. И улыбка какая-то у него просто умопомрачительная. И вот пользуется своей красотой, чтобы девчонок портить, да, чтобы девчонкам сердца разбивать. Но и в ответ тоже очень много измен получает. Рога у него выросли не просто так. Рога у него тяжелые. Тяжелое бремя, скорее всего. Я вот вижу, что этот мужчина, он какой-то, знаете, энергией такой обладает, как какая-то дьявольщина, да, вот дьявольщина. У него в роду кто-то такой же был, вот ему по роду передалось. Гулящий, но при этом вот любую очарует, вот так мне идет. И вот вы единственная, кто смогли вырваться из-под этого его дьявольского шарма, да. Вы очень сильная женщина, вам памятник при жизни нужно поставить. Вы об него обожглись, но при этом вы стали гораздо сильнее. Вы благодаря этому мужчине научились себя в первую очередь любить и уважать и ставить на первое место. Вот если бы не он, если бы тогда вы об него не обожглись, вы бы не стали той, которая есть сейчас. Да? Вы бы всего этого не добились. И не было бы вот этого чувства собственного достоинства, которым вы сейчас обладаете и гордо несете его по жизни. Вот прям учитель так учитель. Даже не мучитель, учитель-мучитель. Вот как-то так мне идет. Я вижу, что вы любили. И он любил. И вот даже не сомневайтесь, он тоже любил. В силу своей способности любить. В силу размера своего сердца. Вот. Вы для него вообще женщина роковая. Знаете, по какой причине? Что вы не поддались на все его уловки, что вы смогли вырваться из его цепких рук, и что вы смогли своей энергетикой его привлечь, да, наказать. Вот после того, как вы расстались, у этого мужчины случился коллапс в жизни. На него, как из рога изобилия, посыпались беды. Просто вот одно на другое, третьим погоняет. И этот мужчина, он настрадался, горя хлебнул, но опять же хлебнул по своей вине, потому что он вас действительно, как-то мне идет, обидел. Обидел очень серьезно. Обидел предательством, либо изменой, либо эгоизмом своим мог обидеть. Вот чем-то он вас серьезно задел и обидел. Сколько бы времени ни прошло, а эта обида, она до сих пор вес имеет. Да? До сих пор он за это все отвечает. Рога ему наставили женщины, которые были после него. Вот, знаете, вот вы его как сглазили, да? Он лишился своего этого шарма, либо этот шарм стал работать против него. То есть ему стали попадаться такие женщины, вот он гулящий, а они еще более гулящие, как там с низкой социальной ответственностью.
И мне кажется, что он из вот этих болячек венерического характера просто не вылазит сейчас. Просто не вылазит. Он приходит в этот ветмеддиспансер, да, и там все с него ржут, просто в голос ржут, что опять принес букет, да? Да что ж ты за человек такой, надо тебе это, чтобы ты не мучил нас, да, ходишь к нам как на работу, постоянно такие болячки приносишь, что уже просто вот и смех, и грех. Вот. И он считает, что это именно как вы его прокляли, да. Но либо если не прокляли, то из-за того, что между вами тогда произошло, может, вы ему сказали это, да, сказали, что ты плохо кончишь, что ты благодаря своим достоинствам, да, очень много неприятностей в себе наживешь. Ну, вот как в воду глядели, да, все, что вы ему тогда сказали, либо пожелали, оно реально исполнилось. И исполнилось, кстати, в самой жесткой форме. В очень жесткой форме. Я вам серьезно говорю. Ну, возможно, вы знаете, возможно, вам вообще нет никакого дела до этого мужчины. Ну вот что случилось, то случилось. Он думает о вас каждый день, он мысленно, ну как-то вот, знаете, к вашему образу подходит, и ну, каждый раз он как кается, да, он просит прощения, он говорит, ну все, хватит, там, прости меня, отпусти, я сожалею, если бы я мог, я бы все изменил, я бы вообще к тебе не подошел, я бы там обошел тебя 10-й дорогой, как бы, и я знаю, что я был неправ, что нет мне прощения, да, но вот как-то он, как в молитве, да, он как будто бы молится вам, да, что вот прости меня, отпусти мне этот грех, прям уже понимает, что это все, ну, из-за того, что он сделал с вами. Вот, вы живете дальше, у вас, кстати, жизнь гораздо лучше стала, чем была тогда с ним, либо в те времена, да, когда вы с ним были знакомы. То есть все стало на свои места. Прошли, конечно, болезненный урок благодаря этому мужчине, но стали лучшей версией себя. А он, вот, пожалуйста, получил проклятие. Проклятие, которое будет нести на своей голове в виде этих рогов. И я так понимаю, до конца своих дней. Конечно, вы роковая женщина. Вы могли его поднять к небесам. Благодаря вам он смог бы стать очень серьезным, крутым, известным, респектабельным человеком. Но, видите, глупость человеческая не имеет глубины. И что сделано, то сделано. Тут и жалко, и не жалко, знаете. И каждый сам кузнец своего счастья, либо несчастья. Вы же молодец, вы умничка, вас я только лишь могу похвалить. И то, что вы смогли это пережить, то, как вы смогли потом подняться, это как бы заслуживает того, чтобы об этом писали в книгах, ну и чтобы сняли вот фильм либо сериал, да, по мотивам вашей жизни. Вот. А мужчина, конечно, допрыгался. Рога тяжелые, рога большие, ветвистые, еще и дальше продолжают расти, потому что ну, постоянно вляпывается, да, вот в самое там, худшее дерьмище, а потом из него пытается выкарабкаться. Вот. Ну, что есть, то есть. Так, есть еще один человек, но этот человек женат. И, возможно, когда вы с этим человеком взаимодействовали, человек уже был женат. То есть, возможно, и вы были не свободны, а, возможно, вы были свободны, а человек был не свободен. Это не обязательно, что у вас был роман. Да? Вы просто могли вместе работать, либо вы могли к этому человеку обращаться как к какому-то специалисту. У человека очень сильные чувства вспыхнули к вам. И я бы даже сказала, что это вот прям настоящая любовь, одна единственная на всю жизнь. Но человек в силу своего характера, либо в силу тех обстоятельств, которые были тогда в тот момент жизни, просто не смог, да, не смог ничего предпринять, либо побоялся. Такое тоже может быть. Если вы просто взаимодействовали, да, либо сотрудничали, то непонятно, как стоит вам открываться, не стоит. Там риск был очень большой. А если вы еще и не свободны были, то это прям даже и как преступно, да, это не по закону, ни Бога, ни людей, да, вот разбивать чужие семьи, свою при этом разбивать. Ну и человек выбрал такую позицию, просто вас любить издалека. Радовался тем встречам, которые между вами были, радовался тем моментам, когда он мог побыть с вами просто рядом, почувствовать ваше тепло, ваш запах, увидеть красоту, ваши улыбки, ваших глаз. Если у вас был роман с этим женатым мужчиной, ну, тут как бы тоже, да, побоялся в прямом смысле слова,
потерять свой имидж, там, проблемы в семье не хотел, там, с родственниками не хотел, может, там еще чего-то побоялся. Струсил, да, струсил. Бывает такое, не будем его за это судить. Был бы он ваш человек по судьбе, наверное, бы не струсил. А если он трус, так зачем он вам нужен? Вот. И вот вижу, что времени, конечно, тоже очень много прошло, но этот мужчина продолжает вас любить. Только вот единственное, что у него с вами как-то связь оборвалась, что ли. Либо вы ему больше недоступны. То есть нет такой возможности наблюдать. Может, вы его там удалили из соцсетей и больше не добавили. Может, вы вообще куда-то переехали. То есть он мало что о вас знает, но вот ваш образ в душе, в сердце он прям бережно хранит. Ну вот, да, роковая женщина. Женщина, которая тоже могла сделать его самым счастливым, но из-за своей вот нерешительности, давайте скажем так, может, он и не трус, он просто нерешительный человек. Либо он человек там, с гиперответственностью, да, то есть пожертвовал своим счастьем ради там, других, да, ради там, детей, семьи, жены, родственников, ради вас, либо вашего мужа. Ну, что есть, то есть. Очень часто вас вспоминает, вы его одушина, он, знаете, как от суровых реалий жизни убегает в мечты, в воспоминания. Там вы ему улыбаетесь, там вы вместе. И он так спасается от этих жестких будней, которые вот каждый день, да, день сурка одно и то же. Несчастливый он человек, но уже как бы ничего не поделаешь. Что случилось, то случилось. С другими женщинами у него такой искры и тепла не было. И, наверное, не будет. Да он и не ищет уже, да. Вот вы для него и муза, и богиня, и роковая женщина, и мечта, и целая вселенная, да, в которую он убегает, когда у него есть на это возможность. Вот. Жизнь скучная, не удалась. Ну, либо удалась, но не так, вот знаете, как на широкую ногу, по-настоящему, с эмоциями, с фейерверками, с восходами и закатами. Да, этого ничего нет. Но, с другой стороны, видно, так ему на роду положено. Как бы такой немножко грустный сюжет. И вот еще, мои хорошие, очень странный фрагмент. Я такое, если честно, вижу крайне редко. Даже не помню, когда я последний раз видела. Но тут показали мужчину, которого вы еще не знаете. Но для кого вы станете тоже роковой женщиной. Этот мужчина вам еще не знаком. Возможно, он уже вас видел, знает. Но вы его точно не знаете. А возможно, и он вас еще не видел и не знает. Это как будущее нам открывают, да, завесу будущего. Там показывают мужчину, который, видите, сверху на морском коньке сидит. А это, я вам скажу, очень круто. Морской конек — это удивительное создание. И ну, вообще морской конек удачу означает. Какое-то небывалое везение, удачу, вообще чудесное что-то. Да? И вот этот мужчина на таком коне катается. Возможно, мужчина сам по себе какой-то волшебный, либо волшебник. А может быть, мужчина, который вот что-то такое прям плохое пережил, но смог не только подняться, но и взлететь. Да? И люди, вот зная его историю, все думают: ничего себе, вот это судьба, да? Вот это мужчине повезло, вот это чудо с ним случилось. А этот мужчина, он точно из вашего будущего. В вашем будущем он вообще на вашей стороне поля. И мало того, этот мужчина, он же едет на этом своем морском коне, а вы у него сзади сидите. То есть это прям такой конкретный намек на то, что вы будете вместе. Либо что этот мужчина вас куда-то повезет, либо вообще увезет. Например, в свой дом, либо в свою страну, в свой город. Да? Это ваше будущее. Мужчина, который... Но вот знаете, он не ваш типаж, да? Он не из тех, кто нравится вам. Ну вот внешность, там, цвет волос, глаз, там, лицо, фигура вообще не ваша. Но при этом вы с ним как родные души, да? Вы с ним на одной волне.
А еще я вижу, что вы энергетически настолько друг к другу подходите, что у вас прям идеальная с ним стыковка, да, идеальный коннект. И также, мои хорошие, я вижу, что этот мужчина, он на вас наденет корону. И, возможно, это будет в прямом смысле слова, да, подарит вам такое украшение в виде короны. Ну вот как вы его королева, он вас коронует, назовет своей королевой, а себя вашим этим верным рыцарем, либо пажом, ну кем-то, да, верным вам. Кстати, еще корона намекает нам на брачные отношения, да, на то, что у вас с этим мужчиной будет прям брачный союз. Это может быть и официальное заключение брака, и плюс там религиозный брак. Да? Но то, что вот корона будет надета на вашу голову именно руками этого мужчины, это прям верный знак, это 100%. И вот благодаря этому мужчине вы тоже покатаетесь на этом морском коне. То есть и в вашей жизни благодаря этому мужчине будут чудеса, либо будут какие-то невероятные, удивительные события, либо каким-то невероятным и удивительным образом ваша жизнь благодаря этому мужчине изменится, просто вот на 180 развернется. Даже если вы сейчас живете хорошо, то будете жить еще лучше. Какие-то королевские условия, да, королевская жизнь, там, элита, не знаю, станете светской львицей. Ну, он сделает все для того, чтобы вы не чувствовали себя одинокой, либо не чувствовали себя несчастной, чтобы у вас были самые лучшие вещи, там, условия. Если вам нужно там какое-то продвижение, помощь там, в карьере, в бизнесе, он всегда будет рядом, и он будет вот по полной вкладываться, да, вкладываться в ваш рост, в ваше развитие, и ничего лишнего и не спросит, не попросит, просто ему это будет приятно, да? Это для него вот самое приятное. Для этого мужчины вы станете роковой женщиной, но в хорошем смысле. То есть вы станете как венцом его жизни, да? Что вот все, что он там достиг, получил, по сравнению с вами, с вашей любовью, это ничто, да? Вы для него станете как вот прям истинный подарок судьбы, Вселенной, Создателя, да, вот за его там мучения, страдания, либо наоборот за какие-то его хорошие там достижения, поступки. Ну, здорово, здорово, тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. Но он вас точно куда-то увезет. Либо с этим мужчиной вы увидите мир, там, будете путешествовать, либо уедете, может быть, в какую-то там классную страну, где у вас будет просто идеальный образ жизни. Но опять же, я не знаю, есть ли такие места в мире, потому что если денег нет, то везде тяжело жить, да? А если деньги есть, то везде можно хорошо жить. Ну, это как по мне. Вот, может быть, у вас другое мнение. Ну вот, везет, он вас куда-то везет. Везет, причем в левую сторону, я даже не могу сказать, куда. Он будет не только любовником, мужем, он будет другом, он будет соратником, он будет коллегой, он будет вашим покровителем, защитником. Вот, там все будет. Все, мужчина, что надо, не ваш типаж по внешности, но это мы упускаем, потому что другими своими качествами он с лихвой компенсирует свои какие-то внешние, скажем так, ну не то чтобы недостатки. Может быть, он очень симпатичный, но просто вы любите темненьких, а он будет рыжий, либо блондин, да, например. Либо наоборот, вы любите блондинов, а он окажется как смоль черненький, да. То есть и такое может быть. Может даже разница вот как от другой расы человек. Вот, такое тоже может быть. Но он явно вас увезет. Ну и, как говорится, слава Богу. Главное, чтобы вы были очень счастливы, да. А все остальное это так наживное. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.